саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалыбыздын көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле Достук аренасына келдик. Себеби дегенде дал гана Достук аренасында бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку лигасынын алкагында мыкты беттеш өтмөкчү. Бул беттеште Талант жана алардын атаандашы Дордой курама командалары сизге кызыктуу оюн тартуулап бермекчи. Урматтуу көрөрмандар, биз менен болуңуздар. Ал эмесе эске салсак, Талант курама командасынын башкы демеушчүсү бул Саткынбай Тинчишев атындагы Азмун медициналык университети. Добрый день. Сегодня вам предстоит серьезное противостояние с таким соперником, как Дордой. Как команда подготовлена к сегодняшней игре? К сегодняшнему матчу мы постарались максимально подготовиться. Да. Сейчас между играми очень небольшой, плотный график у нас, небольшое количество дней. Соответственно, мы учли это тоже в подготовке, и надеюсь, сегодня команда сможет показать свой максимум и хорошо сыграть. Да, Дордой самый титулованный клуб нашей страны и очень хороший соперник. Сейчас на данный момент имеет хороший состав, но я уверен, что мы покажем хорошую игру и сможем навязать хорошую борьбу. И самое главное, сможем заработать очки в сегодняшнем матче. Последний раз мы стали свидетелями ожесточенного такого матча между вами и вашими соперниками Кыргыз-Алтын. Вы показали блестящий результат. Скажите, пожалуйста, как прошла предматчевая тренировка? Да, после последнего матча, конечно, результат вдохновляет, и у всех хорошее настроение. Мы очень рады, что получилось порадовать наших болельщиков на домашней арене обилием голов и красивой игрой. Я надеюсь, что ребята продолжат также усердно работать, и у нас будет получаться показывать хорошую игру. Ну а к этому сопернику, и учитывая этот матч, мы акцентируем большое внимание на единоборство, на наш прессинг и как мы будем отбирать мячи и после этого строить свои атаки. Хорошо. Как вы уже подметили, Дордой самая титулованная команда, скажем так, да, и стоит все-таки подметить то, что когда было трансферное окно, взяли новых игроков, футбольный клуб Дордой также укрепили свои позиции. Скажите, пожалуйста, при выборе сегодняшнего стартового состава на что вы делали большой уклон? Ну, в первую очередь, это сыгранность наших игроков на позициях и по линиям. Во вторую очередь, насколько кто в какой форме, психологической и физической. И насколько готов сегодня показывать свой максимум на поле. Плюс у нас сейчас хорошая конкуренция в некоторых позициях. Я тоже надеюсь, что ребята, и те, которые выйдут и в стартовом составе, и выйдут с замены, смогут проявить свои лучшие качества и помочь команде. Ну что ж, благодарю вас. Надеюсь, сегодня вы подарите своим зрителям и болельщикам эмоциональную, зрелищную игру. Желаем вам удачи. Чам рахмат. Урматтуу Борбордук телеканалыбыздын көрүүчүлөрү, ошондой эле футбол күйөрмандары, биз оюн алдында эксперттин оюн угуп ошондой эле маек курмакчыбыз. Здравствуйте, Тенгелбек. Здрасте. Сегодня предстоит ожесточенная борьба между футбольными клубами Дордой, а также Талант. Как нам всем известно, Дордой — это самая титулованная команда на сегодняшний день, но мы не можем исключать тот факт, что Талант хоть и молодая команда, но очень амбициозная и уже хорошие результаты показывает, и даже если посмотреть на турнирную таблицу, то уверенно занимает 8-ю позицию, да, скажем так. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто будет сегодняшним фаворитом сегодняшнего матча? Наверное, фаворитов в сегодняшней игре, на мой взгляд, нету, потому что обе команды в турнирной таблице находятся очень-очень рядом. Если мы на 9-м месте, то Талант на 8-м, если не ошибаюсь. И разница между двумя клубами составляет всего 1 балл. Также не будем забывать то, что матчи между Дордоем и Талантом всегда проходят в напряженной борьбе, и лишь там 1 гол в пользу этой команды или в другой решает, кто становится победителем. Поэтому, наверное, шансы плюс-минус одинаковые. А как вы считаете, в чем главное отличие между футбольными командами Дордой и Талант? В первую очередь, надо не забывать то, что Дордой более, скажем так, возрастной клуб. То есть в следующем году мы празднуем 30-летие. То есть это клуб, устоявшийся со своей
клубной философией, академией, целым рядом воспитанников, которые имеются во всех клубах Кыргызстана. Талант по сравнению с нами в этом плане чуть моложе клуб, однако тоже очень устойчивый, очень имеющий такую свою отдельную философию. Команда «Талант» не похожа ни на одну другую команду. Футбол этой команды тоже очень интересный. Руководит этим клубом уже много-много лет Турмат Абдукаимов. Да, ну как нам всем известно, Абдукаимов Турмат один из лучших тренеров в целом в Кыргызстане. Сейчас он тренирует сборную Кыргызстана Ю-23, как нам известно. Да? Следующий вопрос. Не так давно было открыто трансферное окно, и Дордой уже успел пригласить новых игроков в команду, укрепить свои позиции. Скажите, приносит ли это свои плоды? На данный момент клуб усилился 10 игроками в это трансферное окно, и совершенно точно можно сказать, что эти игроки усилили конкуренцию. Например, наш новичок Максим Пухтеев, он сегодня уже в стартовом составе. То есть это игрок, перешедший к нам на правах аренды, и сегодня его первый матч в составе и сразу в основном составе. Из последних приобретений можно также отметить Гульджирита Борбаева, нашего воспитанника. Спустя 1,5 года он возвращается в Кыргызстан. И Göktü Demirolu, наш легионер из Турции. И целый ряд других игроков, которых, наверное, зрители уже видели в предыдущих матчах. Мы очень надеемся, что эти игроки помогут нам. А в конце сезона мы посмотрим, кто смог помочь более или менее, но конкуренция в команде однозначно возросла. Отлично. Заключающий вопрос. Какие качества таланта требуют повышенного внимания, на ваш взгляд? В плане игрового, в плане какие-то игроки, наверное, да? Сейчас очень интересно будет понаблюдать за командой «Талант», потому что команда «Талант» тоже провела трансферную политику определенную. Возможно, тоже где-то есть какие-то новые технические наработки, тактические наработки. Однако, на мой взгляд, «Талант» команда – это команда очень славится своим характером, желанием борьбы, желанием к победе. И борьба будет на каждом участке поля. Ну что ж, благодарю вас за диалог. Желаем успехов обеим командам. Спасибо. Удачи вам тоже. Первый угловой, еще раз. Валера 98, Гена 44 играет. Сара 20, Доля 97 и Нурик 7. Если мы откатимся, тогда Нурик 44 и Доля 98 и Паша 20. Окей? Если откатимся. Если нет, также играем. Ну пока не Мищенко там подключаться будет часто. Да, он между ними. Доля сразу Сулешвал, он добегает, либо вы меняетесь игроками, когда Мищенко подключается, окей? Сразу поговорите. Приоритет добегать с ним. Давай, парни, играем, знаете, соседи по турнирной таблице. Но самый важный момент, мы играем дома. Поэтому каждым своим действием, своей активностью заявляем о себе и доказываем. Уверенно с мячом и не уступаем ни одно единоборство. Давайте, все вместе. Матвей, Юмотя. Давай, Ген, хорошо играем. Валя, хорошая игра. Давай, Иба, Иглик. Давай, Нурик, хорошая игра. Активно. Давай, Леш, Иглик. Считай. Вако, хорошая игра. Давай, Сара. Собрано. Давай, Доля. На ногах. Все хорошо.
Давай, Паш, хорошей игры. Праздник для всех устроить надо. Давай. Очень много позитива. Найди решение, найди. Если давят быстрее, если ты на мяче спокойно, диагонально, я не знаю, они просто вот пришли 4-4-2, стоят, они не бегают за вами, они там не перекрывают, а вот встали просто 4-4-2. А после 10-й минуты просто они вот, делайте с нами что хотите. 10 минут, да, активно будет, но потом-то после все переходы наши, все в центре отбираем, хорошо, вот это надо продолжить. Важный момент, что много меняют позиции, ну как много. Вот сюда отваливается центральный полузащитник. И вот здесь начинает там, менять крайний защитник шире, это входит сюда. И вначале чуть, пока они свежо делали это, нам доставляло это опасные моменты и чуть неудобства. Здесь за счет подсказок, подсказывайте. Вот здесь смотри, вот, ты бежишь за ним, а Орлен тут без игрока, здесь в ширине никого нет. В ширине нет? Передавай, Гена, ты же слышишь, что видишь же? Передай ему, Орлен сыграет все с ним, Альба давит. Ты останешься здесь, Джаза выдвинется, все, контролируйте здесь сами. Вот этот дальний его будут контролировать доля, если они будут разворачиваться. Если мы вот здесь найдем своих, он начнет давить, Паша сюда сместится, Ивако, либо ты сюда поднимешься, либо Сара поднимется, ты ниже. Но из-за того, что говорю, молчат, нас здесь разворачивают, и опять здесь большинство, там большинство. Хорошо здесь до фланга не сразу давили. Здесь опять 2 в 1 из-за этого получается. Поэтому вот эти моменты за счет подсказок, Гена, Валера, вы управляете, говорите, что вам видно. Орлен, быстрее распознавай, где игрок. Вот здесь тоже. Без игрока. Здесь 2 в 1, нормально, 1 в 1, да, этот в ширину уходит. Этот без давления. Тогда Орлен Альбавай ударит Тушенберга, давление уводит тогда. Да, Сара там страхует, хорошо. Джаза идет давит. Если
Здесь 2 в 1, один из вас поднимается. Сара поднимается, все, 3 в 3. Здесь, да, когда мы плотно, мы отбираем мячи. Сара, Вако, Джазы втроем отобрали, не знаю сколько. И после этого переход нужно поймать. Вовремя отдать и атаковать пространство. Здесь хорошо, Айва добежала, успевает. Хорошая передача, опасная ситуация будет. И здесь хорошо, переход попытались. Вот эти используем. Хорошо Нурик, хорошо Паша используем. Они 2 центральных часто очень остаются, и их мы на пространстве спокойно можем. На желтую посадили, моменты принесли. Ну, надо дать, во-первых. Во-вторых, надо использовать эти моменты. Хорошо, хорошая ситуация. Здесь повыше момента нет, да, вот в первой зоне здесь Доля, все правильно, вы четвером расставляете, здесь хорошо, через брос хорошо вышли. Вот эти ситуации тоже, смотрите, если мы, здесь Паша готов, просит, если не готов, спокойно разворачивайте, увереннее с мячом. Мы опять излишне торопимся. Вот 2 нападающих прессингуют точно так, как Кыргызалты на 2 нападающих. Вот с ними мы, Доля, разворачивал спокойно. Сардора находил, Антона сюда находил. Также находите, не дайте. Спокойно через Сару. Когда вот Миша копнул в конце. Миша копнул и пришлось выносить. Я там Сардор через Сардора разворачивался. Смелее играйте. Моменты, когда они отходят в среднем бою, нам нужно хорошо расставиться и найти хороший вариант. Хорошо, пару раз расставились, но там один раз Доля перевод дошел, хороший момент был. Потом на этом фланге завязали. Но до этого периода не обратно. Поэтому открывайте для этого Вака. Постарайся вот этот левый полуфланг занимать. И можешь включать. И смотрите, поменяем сейчас, Айба, с Нуриком поменяйтесь. Нурик, ты здесь между линиями будешь получать, а для левого фланга. Фланговый поменяешься. Ты будешь в ширине слева получать, окей? Вещиками вниз. Отхода чуть пашкарькова. Вдруг ширина будет халтур, по гисан был халта. Либо Вака пашками, но и нусанду. Понимаешь? По стандартам. Миша, как тебе так? Комфортно, нормально? Паш, почему в последнюю не вышли сайт? Последний угловой. Мы же откат не говорили, не кричали. Мы еще остаемся так. Айба, Паша выше. Один раз хорошо вышли. Сейчас посмотрим. Они троих 100% оставят. Там Валер не выпускает. Окей? Понял, да, Нурик? Ты между линиями справа. И с Орленом взаимодействуешь. Да. Здравствуйте, Михаил. Сегодня вас признали лучшим игроком. И какие эмоции вы сейчас испытываете? Ну, очень приятно, очень приятно. Наконец-то. Дождался. Насколько было сложно играть с данным соперником? Да все игры тяжелые. Как и всегда, мы всегда выкладываемся на максимум. Все ребята стараются, как в обороне, так и в нападении, так и в полузащите. Все выкладываемся на максимум, стараемся сделать все, что от нас возможно. На какие качества своего соперника вы делали особый уклон? Ой, какой хороший вопрос. Так сразу не ответишь. Знали, что у них много бьющих игроков, хорошие подачи с флангов.
хорошие стандарты. Те же самые угловые, сколько они много создали моментов с этих угловых. В принципе, готовились. Ну что ж, благодарим вас еще раз, поздравляем, спасибо. Добрый вечер. К сожалению, не удалось держать победу. Как думаете, причина? Ну, во-первых, хорошая игра получилась, организованная команда, талант. Вот, поэтому первый тайм был равный. Нам не хватало немножко завершения. Подготовительные атаки, скажем так, подготовка атакующих действий была, в принципе, на хорошем уровне, но мы с середины первого тайма как-то сбились немножко на такую примитивную игру, хотя, конечно, мы по-другому хотели видеть в первом тайме наши взаимодействия, но естественно, что соперник пока успевал закрывать сезоны и, в принципе, неплохое давление на нас оказывал, поэтому не все получалось в первом тайме. Вот. Во втором тайме в спокойной обстановке с ребятами в раздевалке поговорил, объяснил кое-какие моменты по действиям крайних защитников, Саша Мищенко, Дима Семенев, вот, плюс наши фланговые игроки, как должны были действовать, и мы. Вот, за счет того, что чуть-чуть успокоились, и во втором тайме считаю, что полное такое наше преимущество игровое было и по созданию голевых ситуаций, и по территориальному преимуществу мы владели инициативой, да. Но, к сожалению, так в футболе бывает, что, конечно, реализация – это самый основополагающий фактор в достижении результата. Поэтому сегодня нам в какой-то степени, ну не буду говорить, не повезло, а, наверное, чтобы заслужить везение, надо чуть-чуть больше сделать не только на футбольном поле, но и при подготовке к матчу. Где-то внутренне каждый футболист должен немножко видеть себя победителем и в конкретном матче, в том или ином эпизоде нужно видеть себя успешным, представлять себя успешным для того, чтобы вот это вот везение, да, которое мы всегда тренеры говорим, там не хватило исполнительского мастерства, вот, оно в этом и заключается, что вот эта цена эпизода, когда есть голевые моменты, она имеет решающее значение, особенно в такой плотной игре, как было сегодня. Вот, скажу, что мне очень матч понравился, и своей команды, особенно второй тайм, и соперник понравился, поэтому мы сейчас рядом в таблице находимся. Конечно, нам хотелось тоже одержать победу, чтобы обойти, по крайней мере, на строчку выше подняться. Но сегодня, еще раз говорю, чуть-чуть нам вот этого реализации момента не хватило. А так, благодарю команду за работоспособность, за стремление к победе. До конца мы шли вперед для того, чтобы найти все-таки возможность вырвать эту победу. Вот. И благодарю болельщиков наших, фанатский сектор, который был сегодня на трибунах, поддерживал нас. С благодарностью всем людям, которые переживали сегодня за нашу команду. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить. У нас сегодня два таких знаменательных события в команде произошло. Значит, ну, первое, наверное, такое самое приятное, это Суя. У нас рождение дочки, у нашего опытного футболиста, лидера команды. Родилась дочка, прямо вот сейчас в раздевалке сообщили. Перед игрой он повез жену в роддом, это очень значимое событие, вот, переживал, наверное. Конечно, я как тренер не мог не дать ему возможности выйти сегодня на футбольное поле, проявить себя, поэтому мы его всем коллективам, всем футбольным клубам, всем, кто причастен к футбольному клубу «Дордой», конечно, искренне поздравляем, желаем дочке здоровья, жене терпения, Суе помощи своей семье для того, чтобы все было хорошо, чтобы они были счастливы. Ну и второй момент, это у нашего капитана Саши Мищенко сегодня день рождения. Тоже мы его поздравляем всем коллективом. Перед игрой договаривались, что все приложим силы, все свои старания, умения, мастерство для того, чтобы, понимая, что у Суи прям может родиться сейчас дочка, мы хотели, конечно же, одержать сегодня победу, чтобы чуть-чуть у нас более положительные эмоции были на этих всех событиях. Но, к сожалению, не получилось. Я не думаю, что от этого будет менее радостное настроение у Саши Мищенко и у Суи. Поэтому благодарим еще раз всю команду, благодарю всю команду за поддержку, болельщиков за поддержку, а команду благодарю за самоотдачу и за стремление к победе. Здравствуйте, телеканал ЦТВ. Скажите, пожалуйста, сегодня вы играли с молодой, но очень амбициозной командой. Как мы все знаем, «Талант» — это молодая команда, но очень организованная, как вы подметили, с сильным с тренерским штабом. Насколько вам было сложно играть с данной командой сегодня? Да нет, сложностей никаких не было. Просто мы проанализировали предыдущий матч, где «Талант» обыграл так уверенно Кыргыз-Алтын. Вот, мы видели, что команда
неплохо физически готова, это в первую очередь стоит отметить. И плюс есть достаточно поставленная командная игра, это видно было. Плюс хорошая реализация стандартных положений в предыдущем матче, тоже мы на этом акцентировали внимание, поэтому в целом считаю, что в какой-то степени с точки зрения своих оборонительных действий мы справились с командой соперника. Вот. С точки зрения своих атакующих действий я уже не буду повторяться, и, конечно, мы имели реальные голевые моменты. Напрягали соперника до последнего, вот, но, еще раз говорю, немножко нам не хватило сегодня удачи. Можно еще вопрос. Считаете ли вы, что сегодня игроки Дурдоя выполнили стратегический план? Да, конечно, план был выполнен на игру. Единственное, я еще раз скажу о том, что в середине первого тайма мы немножко сбились на такую примитивную игру, которую, конечно, мы можем ее где-то использовать, не примитивную, а такую упрощенную модель игры, только в том случае, когда соперник, скажем так, настолько очень хорошо прессингует, не дает там времени для принятия решений, в пространстве ограничивает. Ну, этого не было, такого прям, чтобы мы не успевали, но почему-то мы немножко сбились на эту примитивную игру, такую вот длинными передачами вперед, и много борьбы было. Нужно было чуть-чуть более комбинационно сыграть внизу, где-то развернуть игру с фланга на фланг, для того, чтобы найти все-таки возможность в конце первого тайма иметь голевые моменты. Так, в целом, еще раз говорю, что оба коллектива сегодня достойно выглядели во всех аспектах игры, и с точки зрения атаки, обороны, и стандартные положения. Мы, наверное, можем сделать вывод, что сегодня основная угроза у соперника была это далекие вводы мяча из аута, да, наверное, там 7-8 раз, где в целом мы знаем эту сильную сторону таланта, и они сегодня ее тоже показали. То есть это не спонтанные вводы мяча из аута, это наигранные комбинации, приходят центральные защитники, каждый в какой-то зоне своей несет ответственность там сыграть этот мяч. Поэтому мы серьезнейшим образом готовились, и считаю, что по сути с этим компонентом справились. Наверное, если говорить уже о голевых ситуациях соперника, я вот вспомнил сейчас, наверное, в первом тайме помним эпизод, когда с пустых ворот, да, был дальний удар из пределов штрафной, по-моему, с линии штрафной, и мы выбили из дальнего угла, там защитник подстраховал, выбили этот мяч. Так, конечно, вот это, наверное, единственный такой голевой момент, где мы могли пропустить. А так, еще раз говорю, в целом, что оба коллектива сегодня были достойны друг друга, и, наверное, ничья, так можно сказать, закономерный результат. Но, конечно, есть у нас определенное разочарование от тех моментов, что мы имели, конечно, мы могли больше выжить. Благодарю. Связываясь с тем, что мы в первую очередь сыграли на 0, не пропустили, и впереди, к сожалению, не использовали свои немногочисленные сегодня, да, но все равно моменты были, мы не использовали, и из-за этого счет не был открыт в сегодняшнем матче. Несмотря на сегодняшний результат, вы показали качественную игру, очень много голевых моментов, создавали хорошо основной прессинг. Довольны ли вы в целом командой? Отрезками хорошие эпизоды получались, хорошие отрезки, то, что мы готовились, планировали, получалось, но отрезками соперник переигрывал нас, особенно во втором тайме после замен, что качественно усилили игру замены соперника, и то, что сейчас между играми небольшой промежуток времени, сказалось на наших основных игроках и на свежести, но все равно положительные моменты в сегодняшнем матче были, и я им доволен. К сожалению, в некоторых моментах мы могли бы лучше сыграть, и то, что мы тренировали, на тренировках лучше получалось, чем в игре сегодня. Но в целом, я думаю, такой обоюдоострый матч получился, и закономерный результат, то, что ни соперник, ни мы не смогли поразить чужие ворота. Насколько сложно вам было играть в Дурдой, потому что, как мы все знаем, это самая титулованная команда все-таки. Считаете ли вы, что все игроки выполнили стратегический план? Не скажу, что для всех игроков наших был хороший матч, кто-то больше ошибался. Мы то, что перед игрой не ожидаем, что некоторые игроки столько будут ошибаться. По сопернику, да, сейчас у Дурдоя качественный состав и хорошая глубина после трансферного окна, учитывая их тоже интенсивный отрезок и участие в международном турнире. Я думаю, что соперник не создал нам много каких-то нерешаемых задач, что полностью то, что мы анализировали соперника, как они будут играть, и предугадали и противопоставили свои решения.
в эпизодах коротких, именно где индивидуальное мастерство либо индивидуальное решение соперника были лучше, в те моменты они создавали свои голевые ситуации. Первый тайм был достаточно равный, но очень много было по обе стороны ошибок и ненужных передачах. Но вот во втором тайме Талант как будто бы начали играть вторым номером, и по большей части инициатива была у Полтава. При этом благодаря игре защитников и благодаря игре Максима на момент удалось поставить ключи в ворота. Что случилось во втором тайме? Почему так сильно первый тайм отличается от второго? Ну, в первую очередь, Михаил Пономаренко. Да, первый и второй тайм не похожи друг на друга, и во втором тайме мы также планировали выше встречать и использовать наши переходные фазы, быстрые атаки. К сожалению, этого не получилось. Связываю во втором тайме то, что первая линия прессинга наша не интенсивно уже давила на соперника, и соперник мог качественно начинать атаки, это первое. Во-вторых, те игроки у соперника, которые вышли на замену, сильно прибавили по уровню и мастерству, и по решениям. И, соответственно, нам, уставшей полузащите, было тяжелее уже противостоять, поэтому они вдавили нас. Но я доволен, да, игрой нашей линии обороны, не допустили каких-либо грубых ошибок. Тоже надо будет посмотреть, проанализировать. Думаю, качественно сыграли в нижнем блоке, за исключением некоторых эпизодов, отдельно взятых, которые нам следует улучшить до следующих матчей. По первому тайму, я думаю, что инициатива была на нашей стороне, потому что мы достаточно много мячей отобрали в центре поля, и также много вторых мячей выиграли, и после этого у нас были хорошие моменты для быстрых атак. Да, некоторые получились, некоторые нет, но и были ситуации, когда мы вставали в позиционные атаки, но, к сожалению, из позиционных атак максимум выжить сегодня не получилось, чем я как тренер сегодня недоволен. Еще один вопрос. Вам не показалось, что конкретно вот в этой игре игра Таланта зависела по большей части от одного игрока, от 10-го номера, от капитана, от Абдукаимова? И в какой-то момент он уже начал уставать, и в атаке уже команда смотрелась немного, ну, не скажу без зуба, но немного слабее, чем в первом тайме. Он очень активно обострял игру, а вот во втором немного подустал, потому что слишком большая нагрузка на него была. И то ли мне показалось, либо действительно команда по большей части зависит от одного игрока. Или это... Ну, я не скажу, что мы зависим от одного игрока. У нас много инструментов для доставок в штрафную соперника и для создания голевых ситуаций, в зависимости, опять же, от того, как соперник играет. Но, безусловно, Джаза для нас важный игрок. Он много создает креативных ситуаций, и за счет его креативных действий мы еще можем голевые ситуации создавать. У него был хороший момент, который, я думаю, с его качествами он должен был решать, но, к сожалению, сегодня не повезло. Думаю, что мы зависим от хорошей игры всех наших лидеров. Достаточно у нас много сейчас игроков, которые могут на поле принимать правильные решения и давать качественные моменты. И думаю, не только он сегодня создавал. Да, мы, опять же, посмотрим. Много моментов, которые мы можем улучшить. Я уверен, что мы можем еще лучше играть. И я рад, что у нас такой запас есть. Но важно этим игрокам, особенно то, что учитывая, что средний возраст нашей команды не такой высокий, что была стабильность, чтобы они могли в каждой игре показывать достаточный уровень игры и принятия решений, чтобы это помогало достигать результата против таких команд. Потому что интенсивность сегодняшней игры, я думаю, на хорошем уровне была, что Дурдоев сейчас на данный момент имеет хороший качественный состав, и также мы понимаем, что они готовятся к международному турниру, и сказать, что игра их в целом, да, готовится под этот турнир. И вашему подопечному вопрос. Второй тайм, понятно, он был сложнее, чем первый. А какой момент для вас, как игрока, полевого, был самый такой тяжелый по времени? Всем здравствуйте, добрый вечер. Ну, после 60 минуты, да, чуть-чуть подсели. Из-за этого они создали моменты. Ну, в конце 10 минут у нас были 2-3 хороших момента. Мы могли бы выиграть победу, но у нас тоже не получился.
у них тоже не получился, и вот из этого типа ничего. А решение вашего товарища по команде, у него был очень хороший момент, Умарова, который очень хорошо вышел на ударную позицию, правильно ли сделал то, что он пробил, либо можно было бы выдержать паузу или пройти дальше, тем более учитывая, что у него силы были, он вышел во втором тайме. Ну, не знаю. Ну, как сказать, он был в этом моменте, он как думает, что правильно делать, он решил сам это решение. Ну, он правильно, по сути, делал, убрал мяч на правую ногу, рабочая нога, ударил, ну, просто не попал. Вы в данном случае сделали бы все то же самое, да, если... Да, ну, все правильно.